Министерство иностранных дел Китая опубликовало письменное заявление, в котором президент США Дональд Трамп подвергнулся критике в связи с одобрением уйгурского законопроекта, предусматривающего санкции в отношении китайских чиновников. Было отмечено, что Восточный Туркестан является внутренним вопросом Китая и что Пекин не допустит иностранного вмешательства. Мы призываем США отказаться от ошибочных действий и законопроекта, который является вмешательством во внутреннюю политику Китая. В противном случае мы примем ответные меры, пишется в заявлении Министерства иностранных дел. Представительство Китая подчеркнуло, что приняв уйгурский законопроект, США нарушили международное право и принципы международных отношений. Позавчера президент США Дональд Трамп одобрил законопроект, предусматривающий санкции против китайских чиновников, замешанных в преступлениях против уйгуров. Согласно информации сайта RiskMail, специалисты обнаружили новое шпионское программное обеспечение, совместимое с системой Android. Вредоносное программное обеспечение, разработанное для шпионской деятельности путем кражи информации популярных веб-сайтов, целевой аудитории, уязвимых сетевых устройств и уйгуров, дававших показания о лагерях перевоспитания, было обнаружено Организацией кибербезопасности Trend Micro в апреле. Несмотря на это, программа активно используется в течение последних 3 лет. Было отмечено, что при помощи этой программы китайские хакеры собирали данные с веб-сайтов политических партий и новостных агентств Турции, университетов и туристических фирм Тайваня, организаций, возглавляемых уйгурской диаспорой, электронной почты и личных блогов активистов, в том числе сайта Всемирного уйгурского конгресса. На встрече с министром иностранных дел США Майком Помпео высокопоставленный представитель Коммунистической партии Китая Ян Цзечи обратился к Соединенным Штатам с просьбой прекратить вмешательство в вопросы Гонконга, Восточного Туркестана и Тайваня. Встреча представителей двух стран состоялась в среду на Гавайях на фоне разногласий США и Китая по вопросам нового закона о национальной безопасности в Гонконге и борьбе с эпидемией коронавируса. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, китайский представитель подчеркнул, что для улучшения двусторонних отношений США должны прекратить вмешательство во внутреннюю политику Китая. В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что во время встречи Помпео подчеркнул важность сотрудничества между США и Китаем. Индия выступила против действий Китая, направленных на установление контроля над долиной Галван провинции Ладакх, ставшей ареной конфликта, произошедшего между пограничниками двух стран. Представитель Министерства иностранных дел Индии заявил, что Китай нарушил перемирие, достигнутое на встрече 6 июня, в котором приняли участие высокопоставленные военные Индии и Китая. По данному вопросу газета Deutsche Welle опубликовала заявление министра иностранных дел Германии Хейко Мааса. «Индия и Китай – огромные страны. Я не могу даже представить, что произойдет, если начнется война», — отметил Маас и призвал стороны снизить напряженность и приложить усилия для мирного решения пограничных вопросов. Иран осудил решение Госдепартамента США о включении в санкционный список по Сирии имена Башара Асада и его супруги Асмы. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави. Решение США о включении в санкционный список 39 сирийцев в рамках так называемого закона Цезаря или акта о защите гражданского населения Сирии противоречит нормам международного права и является нарушением прав человека, написал Мусави. Тегеран осуждает данный шаг Вашингтона. В условиях, когда мир борется с пандемией коронавируса, применение бесчеловечных санкций увеличит страдания сирийского народа, считает иранский дипломат. Представитель Министерства иностранных дел Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит укреплять экономические связи с режимом Асада, несмотря на американские санкции.